Могу. Xayrul kun, hurmatli kollegalar.
уважаемые коллеги, уважаемые участники нашего национального педагогического форума, разрешите поприветствовать вас от имени организаторов традиционно 14 декабря в Уфе Башкирским государственным педагогическим университетом, Министерством образования и науки Республики Башкортостан, правительством Республики Башкортостан, нашими коллегами проводится данный форум, который включает в себя достаточно большое количество интересных, самое главное, разнообразных конференций. Здесь стоит в первую очередь, конечно, сказать об Акмуллинской конференции, которая посвящена дню рождения башкирского просветителя. Сегодня, 14 декабря, 190 лет со дня рождения, проходит большое количество мероприятий в республике. В течение недели проходили флеш-мобы по республике, большие мероприятия в городах и районах. И вот сегодня в Уфе, наряду с возложением цветов памятником Мустафиддина Акмулле, большим мероприятием торжественным проходит наш национальный педагогический форум. Акмуллинские чтения проходят в Республике Башкортостан уже в 12-й раз в соответствии с указом президента республики и собирают на одной площадке представителей самых разных направлений, самых разных стран, всех тех, кому действительно кого интересуют проблемы нравственности, проблемы воспитания, как в исторической ретроспективе, так и современной, так и будущее его развития. Также у нас в рамках Национального педагогического форума будут проходить круглый стол, семинар, посвященный 90-летию со дня рождения известного советского, российского математика Анатолия Гордеевича Костюченко. Это человек, который создал школу функционального анализа, человек, который воспитал большое количество известных выпускников, своих учеников. Один из них ныне ректор Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, почетный профессор нашего университета Виктор Антонович Садовничий. Надо отметить, что среди учеников Анатолия Гордеевича большое количество и тех, кто ныне работает не только в Башкирском государственном университете, но и в других университетах нашей республики. Стоит отметить, что первый выпускник или первый аспирант, защитивший кандидатскую свою, Анатолий Гордеевич из нашей республики, был в 1962 году, когда вот будущему академику-профессору было только 30 лет. Еще одно немаловажное мероприятие – это рахимовские чтения, которые мы также проводим в честь юбилея нашего известного профессора, психолога, который также действительно является гордостью нашего университета и создал несколько направлений психологии. И сегодня мы смело можем говорить, что действительно заложил хороший фундамент развития нашего факультета психологии. Кроме того, мы традиционно нашу конференцию «Традиции инноваций в национальных системах образования» также будем проводить в рамках настоящего форума. И здесь мы соберем большое количество наших коллег с разных регионов и городов, которые будут обсуждать перспективы развития образования, ну и особенности его сегодня в условиях пандемии, которая действительно за последние 1,5 года система образования претерпевает на ходу, по сути дела, подстраиваясь под те возможные и невозможные даже иногда требования времени. Кроме того, у нас опять-таки вот отдельная конференция посвящена дистанционному образованию. И я думаю, что здесь с участием наших коллег, опять-таки из Москвы, из Санкт-Петербурга и других городов России, мы послушаем, поучимся друг у друга и предложим те методы, те вопросы, которые требуют решения. Ну и кроме того, у нас будет археологическая конференция. И в завершении Национального педагогического форума 16 декабря у нас пройдет круглый стол, который посвящен проблемам ликвидации профессиональных дефицитов учительства нашего. Я думаю, он тоже соберет заинтересованных коллег, ибо на сегодняшний день у нас с вами стоит большая задача, поставленная президентом страны, войти в десятку по качеству образования, а, конечно же, эту задачу невозможно решить, не ликвидируя те профессиональные дефициты, не повышая квалификацию самих учителей не только средней школы, но и высшей школы и нашего студенчества. В целом, я еще раз убежден, что наши площадки соберут достаточно
большое количество слушателей, участников. Проходит она, большей части будет проходить в онлайн-формате. Вот мы сегодня, ввиду тех ограничений, которые действуют в республике, собрали не более 50 человек в очном режиме. Остальные коллеги, я думаю, присоединились к нашей работе уже в онлайн-режиме. Я хотел бы поблагодарить еще раз всех наших соорганизаторов. Я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые будут принимать участие. И разрешите мне предоставить слово министру образования и науки Республики Башкортостан Айбулату Накиловичу Каранову. Прошу, Айбулат Накилович. Хайырлы күн, хөрмәтле Саат Талгатуллы, хайырлы күн, хөрмәтле кунаклар, катнашучылар. Добрый день, уважаемые участники, гости Национального педагогического форума. На самом деле уже стало традиционным мероприятием в декабре ко дню рождения нашего великого башкирского просветителя, философа, педагога Мифтахетдина Акмуллы проводить такие мероприятия, объединяющие всю нашу педагогическую общественность республики и других регионов, обсуждать злободневные, актуальные, насущные проблемы образования на всех уровнях, начиная с общего, профессионального и высшего образования в том числе. Буквально недавно, на днях, в парке искусства и науки в Сириусе прошел конгресс молодых ученых, подвели на федеральном уровне итоги года науки и технологий. Можно с уверенностью говорить, что для республики этот год стал прорывным. Создание и развитие инфраструктуры научных исследований и системы образования. Развивается активно наш Евразийский научно-образовательный центр. Мы выиграли в рамках тяжелой, достаточно серьезной конкурсной борьбы. В этих баталиях сумели отстоять позицию нашего региона о создании межвузовского студенческого кампуса. У нас активно развиваются и получают гранты учебные заведения высшего образования нашей республики, не отстают и учреждения среднего профобразования. Для нас, конечно же, важно, что наши 3 университета вошли в программу «Приоритет 2030», в том числе получив гранты на базовую и специальную часть. Ну и, наверное, сейчас уже нельзя развиваться только в традиционных форматах. Необходимо уже жить в современных мировых трендах. И очень важно, что у нас сейчас в республике появляется совершенно новый формат экологического, созидательного плана. Это карбоновые полигоны. Это пока первый этап, первая структура. Дальнейший – это этап уже карбоновой фермы. Таковых пока в России нет. Но это уже шаг достаточно серьезный для нашей науки, нашей химии в республике, промышленности, химической промышленности, когда мы уже действуем абсолютно современных мировых трендов. Для нас, конечно, символично, что сегодня, в день башкирского языка и юбилейную дату со дня 190-летия, со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы, мы подводим итоги нашего образования. Буквально сейчас проходит мировой конгресс педагогического профессионального образования в Москве. Наша достаточно большая делегация из республики представляет опыт и практики нашего среднего профобразования. Вчера я защищал как раз наш проект создания федерального центра профессионального образования у нас в республике. Успешно прошла защита, и теперь уже можно однозначно говорить о том, что федеральному центру Уфе быть. Это для нас подспорье и для системы среднего профессионального и высшего образования. В первую очередь, конечно, здесь партнерами нашего центра станет наш Башкирский государственный педагогический университет в части методики преподавания. Меняются вообще подходы в целом, меняются в системе среднего образования. Будут новые федеральные государственные образовательные стандарты, будут новые учебные планы, сокращаются сроки обучения, но при этом
насыщенность образовательных программ в разы увеличивается. Для нас, Башкортостана, региона, который находится на стыке Европы и Азии, конечно же, важно, чтобы наши молодые ученые могли проводить свои прорывные научные исследования на новейшем оборудовании, чтобы наши дети, выпускники школ, оставались в республике, наших вузах, которые, абсолютно, я уверен, достойны называться лучшими высшими учебными заведениями нашей страны. Это показывает в том числе и рейтинги, проводимые на российском и мировом уровне. И для нас, конечно же, важно, чтобы ребята, оставшись здесь, могли развиваться во всех своих направлениях, открывать какие-то новые стороны своего таланта, полностью приобщаться к профессиональной среде. И, конечно, педуниверситет наш делает колоссально много для этого. Вот сейчас, Сатагач, в этом году уже, да, у нас будет технопарк открыт на базе педуниверситета. Огромный грант, 180 миллионов рублей, если не ошибаюсь, 180 миллионов рублей от Федерального министерства просвещения. Университет получил. Это новая площадка для развития как студенческого сообщества, так и это профориентационная площадка для школьников. Но я уверен, что здесь и наши учителя. Вот как раз вопрос профессиональных дефицитов здесь будет, наверное, более подробно обсуждаться на круглом столе. И наших учителей, педагогов школьного образования мы сможем через вот такие вот новые сущности, которые появляются, подтянуть, ликвидировать пробелы в знаниях, пробелы в компетенциях, чтобы наше образование, башкирское образование шло в ногу с современными тенденциями. Для нас, конечно же, важно, что выдающийся башкирский наш просветитель Мифтахетдин Акмулла, его имя носит наш педагогический университет. При этом, конечно, мы не забываем и других наших известных деятелей. Это и Карим Хакимов, и Шехзада Бабич, и Сайфи Кудаш, и Маджид Гафури. Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашей культуры, нашей национальной идентичности. И, безусловно, огромный вклад внесли в развитие, в том числе и национального педагогического образования. Поэтому, как бы то ни было, для нас забывать эти имена в рамках школьного, вузовского или профессионального образования ни в коем случае нельзя. Мы сейчас ведь на повестку дня выносим, понимая, что мировое образование стремится больше к виртуальности, к цифре, к электронным образовательным ресурсам, но при этом каждый педагог, каждый учитель понимает, что без прямого взаимодействия учителя с учеником, без личного контакта ученика с учителем невозможно говорить о главной, важнейшей составляющей образования – это воспитание. Воспитание личности, формирование духовных основ будущего гражданина своей страны. Поэтому в рамках школьного образования, безусловно, вот эти вот имена, наши люди, которые внесли огромный вклад в развитие национальной культуры, они должны в обязательном плане присутствовать. И уверен, что сейчас те новые форматы, которые мы запускаем в Министерстве образования и науки, в педагогическом университете, когда открываются классы, открываются кабинеты, посвященные музейной композиции, посвященные выдающимся личностям нашей республики. Я считаю, это очень важное направление воспитательной работы как в студенческой, так и в школьной среде. Хочу пожелать нашим всем участникам форума продуктивной и эффективной работы, интересных дискуссий. Но самое главное, конечно же, это площадка, которая позволит нам поделиться своими наработками, своим опытом, что-то новое привнести в свою деятельность, в нашу региональную систему образования. Ну и надеюсь, что мы чем-то сможем поделиться для наших коллег из других субъектов России. Спасибо. Рахмат Владимирович, большое спасибо, Владимирович. Действительно, в этом году, в соответствии с поручением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина,
Министерством просвещения оказывается большая поддержка всем педагогическим университетам. У нас не так много осталось в стране численных педагогических, всего 33 федеральных университета. И вот мы попали в первую, так скажем, пятерку, и те средства, которые выделены федеральным министерством, они направляются и на создание технопарка, который в ближайшее время, как раз в нашем 55-летию, наверное, да, у нас 18 января 55 лет со дня организации образования нашего университета. Хороший подарок получился. Я думаю, как раз мы постараемся 18 января открыть и технопарк, и те новые современные образовательные кластеры, которые есть, и, можно сказать, на каждом факультете, по каждому направлению нашего университета, как педагогическому, так и по непедагогическим нашим профилям. Ну, и еще одним, на мой взгляд, достижением, вот буквально 2 недели назад наш университет был принят в научно-образовательную теологическую ассоциацию. Всего по стране 77 вузов входят в эту ассоциацию, и, так скажем, включение Башкирского университета говорит о том, что те наработки, которые на протяжении ряда лет осуществляются в наших стенах, они заслуживают внимания, как минимум, и дальнейшего распространения. Здесь я бы хотел, конечно, выразить громадные слова благодарности всем нашим коллегам, которые представляют основные наши религиозные течения. Это и Духовное управление мусульман и России, и Республики Башкортостан, это и наши епархии, это и наши коллеги, к сожалению, там Кричевский не подошел, но я думаю, примут участие в дальнейшем. И все те, кто действительно заботится о том, чтобы религия, ее же тоже можно, увы, толковать по-разному, но ни одна религия никогда не говорила и не будет говорить о чем-то плохом. Все религии настроены исключительно на человеколюбие и исключительно на то, чтобы творить добро. Поэтому мы действительно уже много лет вместе с нашим управлением по Советам по делам религии мы эту работу ведем. И мне очень приятно сегодня представить, у нас в гостях советник по реализации благотворительных и образовательных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Владимирович Петров. И иначе вам с удовольствием хотел бы представить слово, потому что действительно наше взаимодействие на протяжении ряда лет, на мой взгляд, приносит громадную пользу не только внутри нашей республики, не только представителям исламской конфессии, но и всем остальным, потому что действительно уже не раз отмечал, что богатство и Башкортостана, и в целом России, в ее многонациональности и многоконфессиональности. Прошу вас, Алексей Владимирович. Большое спасибо, Слава Талгатович. Добрый день, уважаемые участники Национального педагогического форума. Разрешите от лица директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Александра Владимировича Жданова поприветствовать всех вас на данном форуме, на конференциях. И хотелось бы отметить, что действительно Башкирский государственный педагогический университет, он принимает участие в программе по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама уже на протяжении более 6 лет. За это время действительно университет зарекомендовал себя как одну из площадок, которая активно взаимодействует с религиозными образовательными организациями, где готовят кадры не только для государственных образовательных организаций, но и для религиозных образовательных организаций. С прошлого года хотелось бы напомнить всем тем, кто не знает, у нас активно сейчас разрабатывается стратегия в России на то, чтобы теологическое образование, которое имеет уже научный код и есть защиты у нас уже и по докторской теологии по исламу, есть и выпускники магистратуры, бакалавриата. Если раньше активно теологией занималась у нас только православие, то буквально уже 2 года назад у нас и исламская теология, в прошлом году теперь у нас имеется и иудейская теология, то есть 3 основные конфессии представлены в теологическом образовательном пространстве. И действительно, то, что большую работу проделал Башкирский государственный педагогический университет, чтобы попасть в научно-образовательную теологическую ассоциацию, которую возглавляет митрополит Иларион, это дорогого стоит. Не каждый вуз попадает в ассоциацию, очень жесткие требования, очень большая конкуренция. И, чтобы вы понимали, в 2017 году нота была образована, то есть вот буквально за 4 года только 77 вузов смогли получить статус члена данной научно-образовательной теологической ассоциации, и
с прошлого года запустили свой экспертный совет. Наш фонд действительно занимается активно продвижением и поддержкой религиозных образовательных организаций по исламу. То есть мы поддерживаем и медресе, мы поддерживаем вузы, мы поддерживаем муфтияты. Но самая основная наша задача – это то, чтобы, вот как уже сегодня и министр образования сказал Айбулат Вакилович, чтобы выпускники вузов, они оставались здесь. Выпускники школ тоже оставались на родной земле, потому что если со светским образованием все понятно, то есть сдал ЕГЭ, поступил в вуз, не сдал ЕГЭ, можешь тоже поступить в вуз на платное отделение, и цепочка прослеживается на уровне, закрепленном уже государством. То, что касается религиозных вузов, здесь немного сложнее, то есть выпускники даже тех же самых светских образовательных организаций стараются уехать за рубеж, потом пытаются вернуться сюда уже с радикальной идеологией, с иной идеологией, которая не является традиционной, скажем так, для нашего региона, для наших субъектов Российской Федерации. И это острая проблема. И по поручению президента Владимира Владимировича Путина у нас в 2017 году также открылась Болгарская исламская академия, которая является кузницей кадров для религиозных образовательных организаций. Но в то же самое время все духовные управления мусульман заинтересованы в том, чтобы иметь педагогические кадры. И, соответственно, здесь большим помощником является Башкирский государственный педагогический университет, который готовит не только для высших образовательных организаций религиозных, но и для тех же самых медресе. Потому что образование практически оно идентично, только со спецификой религиозной деятельности. И стоит отметить, что действительно религиозное и светское образование в последнее время, оно вот за счет тех же самых цифровых технологий переходит практически в одну плоскость, что дает возможность уже более качественно давать религиозное образование в рамках введения в школах ОРКСЭ, где, к сожалению, скажем так, не во всех субъектах оно реализуется по ряду причин, но это тоже есть возможность для того, чтобы у детей воспитать духовно-нравственное вот это качество, которое необходимо, потому что без духовно-нравственного воспитания мы видим, насколько дети становятся агрессивны, насколько они становятся озлобленнее и пропадают семейные ценности, тем более еще вот эта прозападная, скажем так, идеология, когда пытаются подменить понятие родителей, родитель номер один, родитель номер два убирают традиционные ценности мама, папа. Но это абсурд, и для того, чтобы не допустить вот этого абсурда на территории нашей страны, то есть я думаю, что совместно с Башкирским государственным педагогическим университетом у нас все получится. И самое главное то, что большой положительный момент данного форума и конференции, что принимают активное участие представители всех традиционных конфессий. Это вот одно из самых главных качеств и форума, и конференции. Ну, а всем участникам форума, особенно в рамках конференции «Духовный мир мусульманских народов», хотелось бы пожелать, чтобы выявили те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и насколько религия будет выявить понимание того, насколько религия будет устойчива в 21 веке. То есть насколько религиозные ценности и духовно-нравственные ценности у нашего молодого поколения, они будут преобладать над теми чуждыми нам западными стереотипами, устоями, которыми сейчас молодежь пытаются накормить и пытаются в их молодые умы вот это все принести. Поэтому хотелось бы всем участникам форума пожелать активной работы, выявления активных проблем, и мы надеемся, что в резолюцию данного форума будет включена та проблема и пути решения той проблемы духовного мира мусульманских народов, которые нам необходимо решить, и, соответственно, пути этих решений. Большое спасибо за внимание, коллеги. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Безусловно, наша конференция по духовному миру мусульманских народов, она объединяет представителей не только нашей страны, да, но и, так скажем, всех тех стран, которые, в принципе, входят в ареал Евразии, которые близки нам по своему духу, прежде всего, с которыми у нас одна история, с которыми мы много чего прошли и проходим.
И вот хочу заметить, что в 2021 году для нашего университета стал еще с одной точки зрения знаменательным годом. В соответствии с поручением президента страны начато строительство русскоязычных школ в ряде соседних наших государств. Понятное дело, что есть проект, когда учителя из России едут и работают в Таджикистане, в Кыргызстане и в других странах. Но вот принято решение президентом страны, что нужно строить русскоязычные школы в этих государствах. И в Таджикистане уже строительство идет. А на следующий год 9 русскоязычных школ, проект по строительству 9 русскоязычных школ будет начат в Республике Кыргызстан. И особо, вот то, о чем я говорил, для нас большая честь, что именно наш университет, Башкирский государственный педагогический университет, выбран Министерством просвещения Российской Федерации в качестве основного центра по подготовке кадров для этих школ. Это действительно для нас большая честь, это действительно серьезный вызов, потому что мы понимаем, что у нас есть задача. Эти школы будут работать по российским стандартам, по российским ГОСам, и, соответственно, готовить этих учителей нужно будет уже вот на нашей базе. И здесь, конечно, мы благодарны нашим коллегам, нашим друзьям. Прежде всего, это Кыргызскому национальному университету имени Юсупа Баласагдина. Юсуп Баласагдин по-кыргызски также просветитель, наверное, недаром именно просветители университета носят. И следующее слово я хотел бы предоставить нашему действительно другу, коллеге, Канаджи Ильичу Садыкову. Мы немало проектов вместе проводили. Вот очередной проект, который нам доверено проводить по подготовке учителей для школ Кыргызской Республики, мы начали реализовывать уже в этом году. Канаджи Ильич, с большим удовольствием передаю слово вам. Микрофончик включите, пожалуйста, Канаджи Ильич. Большое спасибо, уважаемый Салават Талгатович, уважаемый президиум, участники Национального педагогического форума. Мне действительно представляется очень почетным выступать перед участниками Большого педагогического форума, который проходит в Уфе, и организаторами форума является наш партнерский университет, Башкирский государственный педагогический университет имени Ахмулы. Очень знаменательно, что сегодняшний форум совпадает с такими датами, как День башкирского языка и день рождения просветителя башкирского, и именем которого назван Башкирский государственный университет Мифтахетдин Ахмула. Мне это вдвойне почетно, потому что я действительно заслужил такую честь, имею звание почетного профессора Башкирского педагогического университета имени Ахмулы. И в прошлые годы, до ковидного период, это уже интересная терминология, скажем, такая историческая рождается, доковидный, постковидный мир, еще постковидного нет, мы находимся вот в этой ситуации. К сожалению, в этом году не смог приехать, участвовать в большом форуме и выступать на конференциях, которые составляют, скажем так, содержание очень богатого этого педагогического форума. Но могу сказать, что меня всегда привлекало то, что вопросы педагогики, воспитания молодежи в этом университете сочетали с собой в себе подход, совмещенный с вопросами традиционной религии. И в этом аспекте очень много можно перенять для того, чтобы действительно наши университеты и педагогические образовательные учреждения находили правильный путь в использовании тех богатых ресурсов, именно нравственного потенциала, который содержит традиционные религии наших народов. Вот ценность педагогического форума, как я уже сказал, состоит в том, что и эта часть составляет содержание этого форума. Вместе с тем,
Вот Крымский национальный университет, благодаря вот этому взаимодействию с Башкирским педагогическим, государственным педагогическим университетом, подключился к большому проекту строительства, подготовки, запуска 9 русскоязычных школ по нашей республике. Дело в том, что прежде чем осуществлять этот большой проект, который опирается на то, чтобы российский образовательный стандарт среднего школьного образования заработал у нас в Кыргызстане в полном формате, закладывается, скажем так, финансирование, учитывающее и выплату заработной платы для учителей этих российских школ по российским расценкам и стандартам. Вместе с тем это требует того, чтобы мы проработали вопросы, связанные с изучением действующих стандартов Российской Федерации, действующих стандартов в сфере общего среднего образования, среднего профессионального и высшего образования в нашей республике, в Кыргызской республике. И благодаря этому проекту мы стали, Кыргызский национальный университет, исполнителями той части, которая требует не просто статистики, но и аналитики в исследовании этих вопросов. Я думаю, что эта работа, она станет основой для, в общем-то, принятия очень важных решений, необходимых для того, чтобы школы эти работали в полноценном формате. Вместе с тем, это как раз еще, скажем, такой аналитический труд, который позволит посмотреть и сравнить, что происходит в целом в сфере наших образовательных систем, различных уровней этой системы, насколько мы идентичны в некоторых вопросах и где у нас существуют различия, требующие как принятия каких-то целесообразных в этом направлении решений. Что еще важно отметить? Я скажу, что опыт Башкирского педагогического университета у нас осваивается, можно сказать так, или изучается не просто так на примере внешних наблюдений, краткосрочных посещений. Благодаря тому, что мы смотрим более, так сказать, дальнюю перспективу, получается, что сейчас подготовку будущих педагогов для первых вот этих 9 школ с русским языком обучения будет осуществляться на базе наших университетов, Башкирского государственного педагогического университета и Кыргызского национального университета. Идея состоит в том, что сразу произвести, скажем так, подготовку и замену всего педагогического состава для этих 9 школ невозможно, но вопросы переподготовки, обучения на базе новых российских стандартов определенным центром в Кыргызстане, в Кыргызской республике станет именно Кыргызский национальный университет. И, скажем так, исполнителем этого всего большого межгосударственного проекта у нас является Башкирский государственный педагогический университет. Поэтому команда во главе с Салаватом Талгатовичем делает очень большую работу, которая, скажем, имеет, в общем, такой масштаб межгосударственного характера. Для всех участников этого педагогического форума я бы обратился с большими приветствиями, пожеланиями. Тематика этого форума настолько интересна, что у нас было достаточно много желающих сотрудников педагогического, преподавательского состава, представителей, которые бы хотели в офлайн формате участвовать в этих мероприятиях. К сожалению, пока что мы находимся с вами, еще продолжаем находиться в формате онлайн, но я выражаю большую надежду, что в скорейшем времени мы сможем все-таки встретиться на полях нашего партнерского университета, на территории этого университета, поучаствовать в офлайн реальном формате в этих замечательных конференциях. Хочу пожелать всем участникам успехов
в поставленных целях. И всем участникам пожелать здоровья, ну и претворения своих целей в жизни. Спасибо большое. Чон Рахмат Канаджавилович, на самом деле большое спасибо и за участие в нашей конференции, и за нашу совместную работу. В первом квартале следующего года в Аберхам мы откроем такую двустороннюю лабораторию, назовем ее так, это Международный центр имени Мустафы Карима, изучение и распространения русского языка. Он будет состоять из лаборатории в Уфе, из лаборатории в Бишкеке на базе КНУ. И действительно мы сможем и в онлайн-режиме, и в классическом режиме взаимодействовать по повышению квалификации, про подготовке и переподготовке учительского состава Кыргызской Республики. Я думаю, с нашими коллегами у нас должно много получиться, потому что это надежные друзья, наши товарищи. Большое спасибо еще раз, Канаджавилович. Уважаемые коллеги, Айбулат Акилович уже сказал, действительно, в этом году для вузовского сообщества одним из знаковых проектов был приоритет 2030, который был объявлен Министерством образования и науки. Ряд наших университетов и участвует в этом проекте. Наш университет также участвует в консорциуме с Казанским федеральным университетом в части по развитию полилингвальности, да, по развитию языков, родных языков. Мы принимаем участие в проекте «Приоритет 2030», что также для нашего университета является серьезным достижением. И я надеюсь, что те наработки, которые будут осуществлены в рамках этого проекта, они смогут в национальном образовании, в изучении родных языков помочь не только народам Урало-Поволжского региона, но и в целом всем народам Российской Федерации. И здесь нашим также серьезным партнером является Чеченский государственный педагогический университет. У нас, кроме, еще раз, программы «Приоритет 2030», есть программа по госзаданию, вернее, по изучению полилингвального образования в поликультурных регионах. И одним из 7 регионов, где мы занимаемся вот этими исследованиями, является Республика Чечня. Естественно, это наши коллеги, Чеченский педагогический университет. И очень много, опять-таки, общих дел мы делаем, и вроде бы неплохие результаты. Ну и мы попросили сегодня ректора данного университета Байханова Исмаила Балудиновича выступить в рамках первой части нашего национального педагогического форума. Но это не из-за того, я сейчас напомню, у нас 33 вуза, но мы его попросили не из-за того, что у него сегодня день рождения, коллеги. Давайте мы поздравим Славу Владимировича. От всей души, от всех присутствующих сюда с днем рождения. В первую очередь здоровья вам, процветания, здоровья вам, вашим близким, успехов, процветания вашему университету. И с большим удовольствием я предоставляю вам слово. Прошу, Слава Владимирович. Ассаламу алейкум. Глубоко уважаемый Салават Талгатович, глубоко уважаемый президиум. Я хотел бы начать тоже свое сегодняшнее выступление. Коллеги, вы меня слышите? Да, слышно. Спасибо. Поздравление с Днем башкирского языка. Это, я считаю, очень большой праздник, потому что нация, она, когда есть язык, когда люди занимаются языком, значит, это действительно великая нация. И, конечно, мне очень приятно, что сегодня также у вас совпал такой праздник рождения великого башкирского поэта, просветителя Акмулы Мифтахеддина со 190-летием. Я поздравляю в вашем лице всех жителей Башкирии с этим праздником. Желаю всем здоровья, здоровья, здоровья. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, искренне рад приветствовать от имени Чеченского государственного педагогического университета на открытии международной научно-практической конференции «Духовный мир мусульманских народов», который проходит в рамках Национального педагогического форума «Акмулинские чтения». Акмулинские чтения стали знаковым событием в Республике Башкортостан и традиционной площадкой дискуссий педагогической общественности. Поднимаемая на конференции тема духовности мусульманских народов имеет актуальное и важное значение, так как сегодня исламский мир переживает период великих трансформаций. Кардинальные изменения происходят практически во всех сферах жизни мусульманских сообществ. На основе этих трансформационных процессов лежит комплекс причин разного характера, важнейших из которых находятся в духовной сфере.
Мусульманский умме угрожает глобальный духовный кризис, который уже проявляется очевидной утратой ценностных ориентиров. Они оборачиваются ростом радикализма, ксенофобии, обострением противоречий и конфликтами. Разрушение и духовное ядро исламской цивилизации влечет за собой постепенный разлом исламского сообщества. Кризис духовной сферы актуализирует проблему развития духовно-нравственной жизни мусульманского общества. Духовность – это верхний слой духовной сферы, высший уровень развития и самореализации личности, на котором основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие общечеловеческие ценности. На этом уровне проявляется высоконравственное начало психической жизни, стремление к идеалу, высокая культура мысли, чувств, поступков, образа жизни. Духовность предполагает наличие таких высоких качеств, как честь, совесть, достоинство и подлинная любовь к своему Отечеству, к земле предков и гордость за свои истории, глубокое знание и почитание своих родовых национальных корней, искреннее уважение к родной культуре и культуре других народов, строгое исследование основополагающим принципам толерантности. Как известно, ислам активно способствует осознанию и формированию развития данных фундаментальных общечеловеческих ценностей. Ислам требует от правоверного быть великодушным, милосердным, терпимым не только в мусульманской общине, но и среди других этносов и конфессий. Терпимое, уважительное отношение к иноверцам вовсе не означает признание их религии истинным, однако толерантность и уважение к выборам верующие признается исламом. Ислам – это одна из основных религий наряду с православием, буддизмом, иудаизмом. И очень важно, чтобы все религии развивались, жили в мире и согласии. В этом контексте усилия Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы по объединению ученых и экспертов, и в том числе литературоведов, фольклористов, языковедов, историков, философов, религиоведов, а также педагогов для обсуждения проблем духовной культуры народа Евразии, изучение жизни и деятельности известных просветителей приобретает особое значение. И в связи с этим, чем хочу пожелать всем участникам данной конференции плодотворной работы, насыщенного профессионального общения и хороших результатов Башкирскому государственному педагогическому университету и дальнейшего развития и процветания. Уважаемые коллеги, спасибо огромное за внимание. Еще раз вас с сегодняшним днем, с Днем башкирского языка. Спасибо, Салават Талгатович. Спасибо большое. Дали возможность подключиться и вот выступить таким небольшим докладом в таком важном мероприятии. Спасибо большое, уважаемый Александр Владимирович, и вас еще раз с днем рождения. И на самом деле я больше чем уверен, вот наше общение между нашими университетами в рамках педагогических вузов, оно, так сказать, месяцем все теснее. У нас интересные проекты и в научной сфере, и в прикладной сфере. Я больше чем уверен, нам есть чем делиться. И вот буквально 2 недели назад на базе Чеченского педуниверситета был открыт первый в России планториум педагогический. Да, вот это тоже одна из тематик Министерства просвещения в течение 21-23 годов. В каждом педуниверситете будет наряду с технопарками, кроме технопарков, будут открываться и кванториумы. Первый такой кванториум, мы будем открывать на своей площадке. Очень хорошая работа поставлена в университете по взаимодействию с учительским сообществом республики. И действительно, нам есть чему друг у друга учиться. И мне очень приятно приветствовать вас в рамках нашей конференции. Рахмат, спасибо. Уважаемые коллеги, на этом мы первую часть нашей конференции будем завершать. Сейчас напомню, что с 14:00 у нас начинают работать все остальные площадки, которые я выше перечислил. Это и рахимовские чтения, и круглый стол по математике, так скажем, да, это и традиции инновации, это дистанционное образование. А вот здесь, в этом зале, у нас прямо сейчас, без особого перерыва, продолжит наш национальный педагогический форум, и начнется непосредственно уже конференция «Акмолинские чтения», посвященная духовному миру мусульманских народов. Я еще раз рад приветствовать каждого сидящих и в этом зале, и тех, кто находится по ту сторону экрана, пожелать вам здоровья, всех благ, и еще раз поздравить вас как с юбилеем нашего великого просветителя Мефтидина Акмолы, так и с хорошим днем башкирского языка. Аллах верхат, Таван Нашлавис Рашурга, Рахмат Рахмат